Мы сегодня в жестком блоке имеем около 8 тысяч койко-мест, а в общем у нас 40 тысяч. То есть спустя 5 лет мы потеряем всю вместимость, то, что мы имеем. То есть каждый год поэтапное увеличение жесткого блока – это потеря койко-мест, потеря всех объектов. То есть, да, я понимаю, каждый предприниматель получает все денежные средства, которые он запрашивает, и его не волнует, как дальше будет продавать его номер туроператор. Туроператор сегодня говорит, что я не ухожу в минус, я могу там демпинговать на цене размещения, но при этом транспортное сообщение. Буквально вчера мы смотрели поездка в Сухум, Москва, 1500 рублей стоит билет. То есть я не знаю, что за цена, но на такой цене, на цене трансфера, на цене размещения никто никогда не останется в прибыли. Соответственно, большие потери будут у нашего государства, и мы не получим тот доход в виде налоговых обеспечений, который мы планировали. Какого туриста мы принимаем? Тот турист, который приезжает сегодня за 300 рублей, я вас уверяю, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды, то, что дают там в отеле, но на улицу он ничего не купит. Они приезжают, покупают дошираки, извините меня, да, но мы хотим, чтобы они купили там сувениров, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. То есть нам такой турист, я считаю, не нужен. Мы должны стремиться к тому, чтобы к нам приехал турист, который позволит себе отдых, а не просто там возможность приехать за 5000 рублей с семьей на неделю отдохнуть.